Искусство редко появляется в жизни внезапно. Чаще всего оно сопровождает человека с самого начала в виде детского интереса, первых рисунков и желания наблюдать окружающий мир. На самом деле рисованием я увлекалась с самого детства. То есть прям буквально, как только я смогла пробовать что-то, там это была помада мамина сначала, потом ручки, карандаши. В общем, мне всегда это было интересно. Но на самом деле отношение к этому у меня изначально было несерьезное. То есть я, как и многие художники, вначале сталкивалась с этим распространенным достаточно стереотипом того, что что-то, касающееся сферы искусства, это в основном должно оставаться на уровне хобби. И связать свою жизнь, свое дело нужно с чем-то более серьезным, то есть с чем-то таким, например, как медицина, юриспруденция, ну, в общем, вот. Поэтому, собственно, поступила я на психфак. Я психолог по первому образованию, но при этом моя первая работа, она тоже была связана с искусством, потому что, несмотря на то, что я обучалась по другой специальности, это никогда из моей жизни не пропадало, то есть я рисовала все это время, я как-то развивалась. Мне всегда было интересно пробовать что-то новое. Я начинала, допустим, свой более осознанный путь с графики. Графика — это черно-белый рисунок, где используется в основном карандаш или лайнер, тушь, ну, то есть это графичный рисунок. И с портретов. То есть я работала именно с портретами, со скетчами какими-то. Моя первая работа — это были эскизы модной одежды для показов. Вот. Я отрисовывала коллекцию. Это была такая сезонная работа, на которой, в принципе, достаточно хороший доход давала. Из-за этого мне стало интересно как-то больше углубиться в эту сферу. Со временем это увлечение перерастает в внутреннюю потребность выражать себя через образ, линию и цвет. Для Илоны живопись стала не просто творчеством, а способом мышления, чувствования и диалога с реальностью. И уже по окончанию вуза, собственно говоря, я поняла, что работать именно в этой сфере я не хочу. Я хочу все-таки не отходить от изобразительного искусства и больше уйти туда, поэтому я продолжила обучение, уже связанное с изобразительным искусством, занималась с художниками, занималась в частных студиях. На самом деле мне это дало хорошую базу, именно возможность менять взгляд на обучение, потому что стандартное обучение искусству мне всегда не нравилось. То есть буквально то обучение, которое проходит в каких-то художественных школах, даже в некоторых вузах, потому что в основном это большое количество практики, которое тебе дает возможность как-то натренировать себя, но очень жесткие рамки. Мне это всегда очень противоречило, то есть у меня была какая-то жажда выразить собственный взгляд, и мне было тяжело воспринимать критику некоторую, мне было сложно воспринимать, что я могу делать что-то не так. То есть это при том, что я очень всегда интересовалась новым, то есть мне было интересно наблюдать за художниками, мне было интересно узнавать что-то новое. Но когда я сталкивалась с вот этим представлением о том, что должно быть именно таким образом и никак иначе, меня это всегда очень сильно возмущало, поэтому я пошла более сложным, даже в некоторой степени, путем методом проб и ошибок, искала то, что как-то откликнется именно мне, и, собственно, нашла, чему я очень рада. И это позволило свое мне преподавание выстроить именно определенным образом на основе своих каких-то вот этих сложных моментов, с которыми я сталкивалась, попытаться раскрыть эту сферу немного иначе и больше внимания уделить именно
восприятию человека, его стилю, его каким-то потребностям, из-за которых он идет в эту сферу. То есть вот это мне стало интересно. Первое образование психолога оказало большое влияние на ее путь. Понимание людей, их эмоций и внутреннего мира помогло ей глубже ощущать состояния и передавать их через картины. Сознание человека, восприятие человека, поиск человека, то есть как мы вообще воспринимаем этот мир, как мы переживаем какие-то ситуации, вещи в своей жизни. Мне было интересно узнать, как этим можно управлять. Но на самом деле обучение психологии раскрыло мне очень много тоже интересных вещей, и психология переплетена с философией очень тесно, что для художника тоже большой бонус, я считаю. Это очень помогает найти какой-то мотив собственного творчества, смысл придать своему творчеству, как-то его донести. Ее путь художницы складывается из личного опыта, эмоциональных состояний и впечатлений, полученных от музыки, литературы и путешествий. Все прожитое постепенно находит отражение на холсте, формируя узнаваемый художественный язык. На мое становление как художника, как ни странно, повлияли фотографы. Фотографы-документалисты, которые работали именно с местами разными, отдаленными от какой-то от цивилизации, грубо говоря. Вот. Мне было интересно то, как они выхватывают вот фрагменты, которые потом очень сильно влияют на людей, и несмотря на то, что у них есть минимум ресурсов это как-то украсить, то есть это что-то такое живое, настоящее, моментальное, что вот человек схватил, поймал, и он это несет, и люди интерпретируют это по-разному, кто-то не понимает, кто-то восхищается, и при этом это просто черно-белая фотография, грубо говоря, то есть мне было это интересно. И был еще один фильм, очень красивый, очень такой немножко медитативный, это фильм «Пепел и снег», художника, фотографа, документалиста, который создал, грубо говоря, такую инсталляцию. Там фотографии, там видеоряд, и там поэма, письмо, белые стихи, которые пишет человек своей возлюбленной, находясь далеко от нее. 360 писем на каждый день нашей разлуки. Вот такое вот. И это была именно такая концепция передвижной выставки, грубо говоря, которая очень сильно погружала людей в эту атмосферу. Там были собраны кадры, которые он собирал на протяжении 12 лет, путешествуя по миру. Вот это очень сильно повлияло на меня в плане каких-то моих интересов, предпочтений. Каждая работа рождается из состояния, иногда из четкого образа, иногда из настроения, которое постепенно обретает форму. В этом процессе для Илоны важны не только техника и материалы, но и внутренняя тишина, позволяющая услышать себя. На самом деле с помощью картин, с помощью рисования, с помощью опять же каких-то творческих проявлений свое состояние можно улучшить, давая выход даже своим негативным эмоциям. На самом деле негативные эмоции дают очень такие эффектные произведения искусства. Это даже и касаясь там контекста литературы, например, или музыки, какие-то очень такие сложные переживания, которые человек внутри себя несет, могут дать такой толчок большой для создания чего-то очень необычного. Вот эта картина сейчас еще в процессе находится написания. Это будет диптих, картина, которая состоит из 2 частей. То есть первая часть — это что-то связанное с воспоминаниями. Мне вообще всегда хочется передать в работах такую атмосферу, немного напоминающую сон или воспоминания, чтобы это были не совсем явные образы. Вот. И на следующей части этой картины должно быть продолжение леса, и, возможно, там тоже будут птицы. Я пока еще думаю насчет того, что там будет, но, скорее всего, там будут либо птицы, либо ребенок, как отражение нашего внутреннего ребенка, то есть процесс, наверное, становления женщины. Вдохновение для нее не имеет одного источника. Оно живет в деталях повседневной жизни, в личных переживаниях и наблюдениях. Эти состояния незримо вплетаются в сюжеты и образы, делая работы искренними и открытыми для зрителя. Тема вдохновения очень интересная, кстати, особенно у художников, у творческих людей.
Есть такое мнение о том, что вдохновение — это какой-то импульс, который возникает сам по себе, находит на тебя так неожиданно, захватывает тебя, и ты создаешь что-то невероятное и не осознаешь этого. На самом деле такие моменты бывают, но в основном вдохновение нужно учиться генерировать внутри себя, собирая какой-то опыт. То есть люди, которые занимаются творчеством, неважно в какой именно сфере, то есть все, что связано с визуалом, все, что связано с какими-то проявлениями креатива, они должны уметь вдохновлять себя самостоятельно за счет того, что они окружают себя теми моментами, вещами, которые позволяют им как-то заряжаться эмоционально. Поэтому не скажу, что я все время нахожусь в таком приподнятом состоянии духа, но стараюсь быть более внимательной к тому, что происходит в жизни, наверное, и из каких-то обычных, простых моментов черпать вот это вдохновение, просто замечая что-то, что на первый взгляд бывает неочевидно. Илона сознательно оставляет пространство для интерпретации, позволяя каждому находить в картинах собственные смыслы и вступать в личный диалог с искусством. Тоже есть красивое выражение такое. Картину пишут несколько человек. То есть это те люди или те события, которые повлияли на художника, сам художник и зритель. Потому что в процессе картина приобретает смысл, когда сходятся все эти пазлы. То есть когда ты ее пишешь, ты на самом деле никогда практически не можешь передать в точности ту идею, которая была у тебя в голове. Нужно понимать, что именно вот этот вот процесс — это и есть твоя идея. Это и есть вот этот... То есть именно процесс передачи, когда уже твой образ, который у тебя в голове сложился, и когда ты его пишешь, и ты подхватываешь уже какие-то моменты в процессе, то есть вот ты пишешь картину, ты начинаешь от мазка отталкиваться от одного и искать дальше что-то связанное с тем образом, который у тебя в голове, и уже когда это видит какой-то человек и как-то интерпретирует по-своему, мне кажется, вот этот вот симбиоз, это вот в совокупности и есть цель, наверное, художника, потому что влияет в любом случае то, как люди видят это. Говорят, художник должен быть тщеславный. У меня на самом деле никогда этого не было. Возможно, даже к сожалению. Наверное, надо научиться уже хотеть признания, но больше всего первое, что было важно, это самовыражение, было прям необходимо, поэтому я это начала делать. А сейчас стал важен диалог со зрителем, диалог с учениками, то есть стало важно передать свое отношение и, возможно, научить людей с помощью этого отношения раскрывать для себя новые возможности, которые может дать искусство. В последнее время в ее работах все чаще появляется образ птицы. Этот мотив становится важной частью художественного высказывания, символом внутренней свободы, движения, поиска и возможности выйти за привычные рамки. На данный момент я очень погружена в птиц. Это для меня такой немножко метафоричный образ свободы, допустим. И что-то связанное с внутренним миром человека. У меня вообще вся тематика моих работ связана непосредственно с внутренним миром человека, с какой-то рефлексией, с какими-то воспоминаниями. То есть это такая интерпретация жизни в разных каких-то ее состояниях, наверное. Вот. Картина, которая вдохновлена отчасти картиной Матисса «Танец». Вот она мне очень импонирует в том плане, что там такие образы не до конца прописаны, то есть в целом мне всегда нравится в живописи некоторая недосказанность, поэтому здесь, собственно, очень много всяких образов внутри нее включено. Один из вот этих вот образов — это вот этот танец. И связь, наверное, непосредственная связь каких-то живых существ с природой в целом. Мне этот тоже момент очень интересен пока в творчестве. Мотивация для Илоны никогда не была внешней целью или стремлением к признанию. Она рождается из внутренней потребности быть честной с собой и миром. Люди. Помогают люди очень сильно. Помогают те же ученики, помогают те, кому нравятся эти картины, помогают иногда своими такими невероятными историями, которые бывают у нас вот за время работы.
То, что картина может стать невероятным памятным подарком, и человек может долго хранить эти какие-то теплые эмоции от этого. То, что вот это творчество может помочь человеку там в трудной ситуации иногда. Иногда те, кто к нам приходят просто за терапией какой-то, для того, чтобы немного перезагрузиться, отдохнуть, как-то раскрыть себя. И когда они уходят счастливые, это очень сильно мотивирует. Каждая работа становится диалогом между внутренним миром художницы и материалом, где первый штрих задает ритм всей картины, а последующие мазки развивают ее, словно естественный процесс раскрытия истории. То, что касается начала работы уже на обучении, весь процесс состоит из нескольких этапов, и для написания картины важно соблюдение правильно этих этапов. Мы немного отличаемся тем, что мы начинаем картину с подмалевка. Первый слой — это подмалевок. Подмалевок у нас идет в имприматуре. Имприматура — это один цвет, которым мы тонируем холст в зависимости от того, какие у нас тональные отношения на картине. То есть немножко терминов художественных. Суть в том, что человек, когда рисует одним цветом, он изучает изображение, лучше понимает какие-то нюансы, которые касаются пространства внутри этой картины, а я лучше понимаю какие-то моменты, которые касаются его именно некоторых ошибок в восприятии изображения. То есть когда он передает это изображение именно вот в таком виде, гораздо проще потом подобрать и к нему определенную методику, и ему потом писать эту картину, потому что он уже, это знакомое для него пространство, он его изучил. И на основе этого, во-первых, и цвет ложится лучше, в зависимости от того, какой мы выбираем там оттенок. На белом пространстве цвет немного теряется. Поэтому изначально многие художники грунтуют свои холсты в разных каких-то оттенках. То есть это не обязательно может быть коричневый тон, как здесь. Это могут быть красные какие-то цвета, это может быть охра. То есть там очень много нюансов, которые позволяют иначе воспринимать разные цвета. Со временем творческий путь Илоны привел к желанию делиться опытом и знаниями. Так родилась студия искусства ArtSkill – пространство, в котором живопись становится доступной и понятной, а творчество превращается в навык, который можно развивать. Нас 3 сооснователей, получается, и мы все художники. У нас приблизительно похожие взгляды на искусство. Мы, помимо того, что художники, мы еще и друзья. Поэтому каждый из нас, по сути, к этому шел долго. И так получилось, что в определенный момент мы решили, что вместе нам будет максимально комфортно работать, потому что мы помогаем друг другу в плане творческого развития какого-то собственного. Опять же, схожесть наших взглядов на методику обучения, на само искусство очень сильно помогает заниматься общим делом, и на самом деле мы очень довольны тем, что мы все-таки это сделали. Каждый штрих — это шаг к себе. В студии искусства можно создать не только картины, но и уверенность, вкус и любовь к искусству. Здесь нет страха чистого листа, только вдохновение, знания и творчество. В основе студии ArtSkill лежит уважение к индивидуальности ученика. Здесь не стремятся к копированию и шаблонным решениям. Илона выстраивает обучение так, чтобы каждый ученик постепенно находил собственный стиль и уверенность в своих возможностях. Наши методы преподавания, наши методы работы, наш опыт художественный, который у всех у нас приблизительно 10 лет. То есть мы в этой сфере очень давно, мы постоянно ищем какие-то новые способы передачи информации так, чтобы она лучше усваивалась, при этом сами для себя постоянно развиваемся, чтобы не оставаться на одном месте, потому что с каждым годом в этой сфере появляется огромное количество новых каких-то течений, новых техник, чтобы та информация, которую преподаем мы, была актуальна на данный момент, нам постоянно тоже приходится учиться. Поэтому я думаю, наше отношение, то, что мы очень дорожим, собственно, этой работой, этим творчеством, именно вот этой художественной деятельностью, оно отличает. Занятия проходят в комфортной атмосфере и подходят для любого уровня подготовки. Студия искусства — это часть города, где творчество становится естественным и спокойным процессом. Есть разные направления, то есть у нас есть живопись, которую курирую я, у нас есть акварель, фэшн, иллюстрация, академическая живопись тоже связана с акварелью, которую курирует Диана. И у нас есть подготовка в архитектурный вуз.
графика, академический рисунок, который курирует хеда. То есть можно подготовиться к поступлению, можно облегчить себе процесс обучения уже в вузе, работая у нас. Может прийти человек абсолютно без опыта, просто который хочет попробовать себя первый раз. Также могут прийти люди, которые уже рисуют, чтобы как-то немножко попробовать что-то новое, чуть-чуть улучшить свой навык. Программа у нас в любом случае для каждого направления идет с индивидуальным уклоном, то есть в зависимости от того, с чем приходит человек и какой он хочет результат получить. Обучение включает знакомство с различными техниками и направлениями живописи, работу с цветом, формой и композицией. Но главным остается не технический результат, а сам процесс. Важной частью становится атмосфера поддержки и доверия, где можно ошибаться, искать и экспериментировать без страха оценки. Мне очень важно, чтобы человек не то чтобы нашел свой стиль, а чтобы он его не забыл, не потерял и к нему пришел в итоге, потому что на самом деле, когда ты работаешь с какими-то базовыми понятиями, и когда ты учишь огромное количество правил, ты можешь отвлечься от вот того воображения, которое у тебя изначально было. То есть это такой баланс, который нужно соблюдать, чтобы человек научился использовать именно какие-то базовые знания для того, чтобы раскрыть свой потенциал, а не чтобы он ушел в них, как в рамки, которые ограничивают его потенциал. То есть поэтому я стараюсь балансировать и как-то включать в процесс обучения не только технические какие-то знания, но и теоретические, которые помогают познакомиться вообще с этой сферой искусства, узнать картины в людях, узнать этот процесс немного иначе. И с творческими заданиями, которые развивают креативное мышление, чтобы человек, который начал этим заниматься, он не только выучил какую-то технику, но и начал как-то тренировать свое воображение, тренировать свое восприятие, чтобы прийти к чему-то большему, с чего он, допустим, начинал. Для Илоны преподавание – это не просто передача знаний, а живой диалог. Самыми ценными становятся моменты, когда ученики преодолевают неуверенность, начинают верить в себя и находят радость в творчестве. Эти изменения часто оказываются глубже, чем художественные навыки, и отражаются на внутреннем состоянии человека. У нас на лице с тобой есть зоны, которые выступают. Это лоб, нос, подбородок, скулы. То есть это те зоны, которые у нас в любом случае остаются светлее, независимо от того, какой цвет у нас там. И у нас там находятся блики. Блики — это все второстепенное. То есть сначала нам нужен тонкий слой, практически так же, как мы работали с тобой вот в первом слое тонировкой. Такой же тоненький, только уже с примесью цвета. Какие цвета ты видишь у нас здесь на картине? Там? На лице, да, на ее лице. Желтый, бежевый, красный, красный. Смотри, у нас есть 3 базовых цвета. Какие это цвета? Это красный, желтый и синий. Они нам дают с тобой какие цвета? Зеленый, фиолетовый, оранжевый. Еще какие были. Ну, короче. И вот смотри, у нас с тобой есть вот эти участки. Здесь у нас с тобой не просто красный, а с примесью желтого, да? То есть у нас там есть желтый. Здесь же у нас с тобой красный, чуть холоднее, да? Да. То есть у нас есть такие цвета, как неаполитанская телесная, неаполитанская розовая. С белым они дают такой красивый, легкий переход. Если мы добавим с тобой розовый к вот этой телесной, у нас телесная имеет более теплый потон, поэтому если мы добавим красный к ней, у нас получится более теплый розовый, видишь? Да. Если мы смешаем с тобой красный с желтым, у нас получится оранжевый яркий. В данном случае нам еще нужен красный более холодный. То есть это у нас алый. Алый сам по себе идет как теплый цвет. То есть по чуть-чуть. Когда мы мешаем цвета с тобой, мы делаем растяжку. То есть мы не мешаем цвета в пятно, мы делаем именно растяжку. То есть каждый новый цвет мы наносим с края предыдущего, чтобы у нас какие-то оттенки оставались чистыми и сохранялись переходы какие-то основные. И у нас с тобой есть зоны теней. Там у нас цвета получаются более грязноватые такие. То есть вот в эти участки мы будем добавлять с тобой коричневый и синий.
Ученики студии ArtSkill участвуют в выставках и конкурсах, делая первые шаги в профессиональной среде. Однако главным результатом обучения остаются внутренние перемены, свобода, смелость и ощущение собственного потенциала. И, кстати, очень много учеников наших и выставляют свои картины, и продают свои картины, развивают свои блоги. То есть это тоже очень радует, когда ты понимаешь, что обучение прям погрузило человека вот в эту деятельность и дает ему какие-то возможности. У нас недавно как раз вот состоялась коллаборация с кофейней Coffee Soul. Мы делали новогоднее оформление в виде такой картины из 4 частей. Мы выбрали такой классический сюжет со стрижами и ветками рябины, то есть чтобы немножко так напомнить детство. Вот. И, разумеется, конечно, и мы все участвуем в выставках, и я отдельно принимаю участие. На данный момент я сотрудничаю с одной галереей, которая находится в Москве. Очень хочется в этом плане тоже развиваться, потому что на самом деле сложно обучать и при этом развиваться как художник, но очень важно, потому что иначе ты приходишь к выгоранию. То есть тоже нужно как-то учиться балансировать, я надеюсь. Говоря о своей главной цели как преподавателя, Илона отвечает очень лаконично – научить любить искусство. Ее работы и студия становятся пространством, где важно не соответствовать, а чувствовать, где искусство перестает быть чем-то сложным и далеким и возвращается к своей сути – быть живым, личным и настоящим.